Дорогие друзья, мы находимся в парфюмерной лаборатории. Хозяйка этой лаборатории Анастасия. И сегодня мы будем говорить о создании своего индивидуального парфюма. И вообще, как можно парфюмерию использовать в быту. Вот тема нашей программы сегодня. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. С удовольствием расскажу вам про тему ароматов в быту, про тему ароматов в работе и просто про ароматы для себя. Потому что ароматы — это то, что нас окружает всегда, везде. И ароматы — это очень сильный стимулятор для нашего мозга и триггер для нашей памяти. Например, я думаю, что если вы где-то в толпе услышите какой-нибудь, например, парфюм, которым вы пользовались в студенчестве, то ваши воспоминания вас сразу накроют, и что-нибудь вы вспомните такое, или какой-нибудь теплый запах из детства, например, свежий хлеб, как у вас там бабушка пекла булочки, или какой-нибудь запах духов вашей мамы, когда она пришла с мороза, и у нее шуба пахнет какими-нибудь духами. Это всегда очень ярко наш мозг стимулирует вспомнить все это. Ну и в принципе ароматы не только стимулируют воспоминания, но и могут помогать и дома, и на работе. Ну, домашний парфюм, каким он должен быть? Как правильно выбрать, как пользоваться? Есть ли какие-то противопоказания? Если есть дома маленькие дети и если есть какие-то домашние питомцы? Птички там, собаки, кошки? Есть, конечно, некоторые правила. Вообще, вот в парфюмерии первое правило, чтобы это все нравилось вам. Это самое главное правило, от которого нужно отталкиваться. Но и нельзя забывать про какие-то меры безопасности, которые в парфюмерии тоже имеют место быть. Если мы говорим о домашних питомцах, например, о кошках. Кошки не любят запахи цитрусов. Они их просто ненавидят. И, конечно, если вы пушистика своего уважаете, его личное пространство, его мнение, цитрусовый диффузор вам лучше не использовать. И что касается, в принципе, любых домашних животных, лучше не использовать дома сильно цветочные композиции, особенно композиции, в которых используются ароматы белых цветов. Например, это лилия, может быть, или это могут быть жасмин, да, тем более жасмин очень интенсивный, потому что белые цветы, они выделяют вещество, индол, которое может быть небезопасным для наших хвостиков. И, в принципе, когда вы даже... Ну, синтетические в меньшей мере, все-таки натуральные масла, они более аллергенные и менее безопасны. Но когда вы даже покупаете там себе какую-нибудь веточку домой или приносите букетик домой, например, с лилией, удаляйте вот эти оранжевые пестики с нее. И не оставляйте белые цветы никогда у себя в спальне. Не надо спать в помещении, где у вас стоят белые цветы, потому что это может вызвать головную боль, отравление, вам может быть нехорошо. Поэтому тут нужно быть осторожным. Может даже нехорошо, да. Угу. И дело закончится скорой помощью, да, вызовом. До этого доводить себя не надо. Но, в принципе, есть же духи, там же пишут описание, там, ноты белой лилии. То есть, как бы это действительно парфюм, когда нужно где-то там находиться на просторах, да, где-то, ну... Нет, эти нотки, конечно, они очищенные, часто синтетические, и они более безопасны. Кстати, вот современная парфюмерия, это все-таки больше сейчас синтетика или же есть, остается огромный пласт, ну, я так думаю, парфюмерии, которая использует, ну, натуральные, скажем, да, вот эти вот компоненты? Ну, преимущественно современная парфюмерия — это синтетика. И чем дальше мы заходим в парфюмерию, тем более синтетическими становятся композиции, потому что в этом одни сплошные плюсы вообще-то. Потому что натуральные компоненты, они обычно очень дорогие, потому что, чтобы получить капельку масла какого-нибудь корня ириса или розы, нам нужно очень много материала для этого. Это вырастить очень много, да, это компоненты, во-первых, да, это дорогие компоненты, но это не самое главное.
Во-первых, они дорогие, а во-вторых, они часто аллергенные, более аллергенные, чем синтетика. И в-третьих, натуральные масла, они такие нестабильные сами по себе по своему аромату, и они меняются, они могут быть разными по запаху. То есть мы можем взять масло лайма, например, индийского, и можем взять масло лайма итальянского. Это две большие разницы. Это две большие разницы, действительно. И даже если мы берем одно и то же масло, одного и того же вот лайма, но, допустим, в разные годы собранное, да, то есть или сезон какой-то другой, то запах все равно меняется. А с синтетикой мы получаем всегда предсказуемый результат, стабильный результат, и это всегда для парфюмерии лучше. Хорошо, ну вот давайте к домашней парфюмерии. Как же правильно выбрать, вот, чтобы нравился? Конечно же, всегда иметь в виду наших домочадцев, да, кто с нами проживает. Если дети маленькие, это как? Самое главное, когда маленькие дети дома, имейте в виду опасность того, что диффузоры часто просто-напросто в стеклянных флаконах. И не ставьте их просто там, где ребенок может это все скинуть с комода или еще что-то. Я сама мама маленького ребенка и прекрасно знаю, что это такое. Поэтому тут лучше выбирать безопасные места. Ну и в целом, чтобы у вас диффузор работал, ароматизировал помещение, вы должны понимать, что диффузор, вот, который с аромапалочками, такой обычный, который мы можем купить где угодно, там, в бытовом магазине, где-то в парфюмерном, он ароматизирует не такую большую площадь. То есть это 15, максимум 20 квадратных метров, и он аромат свой распространяет вокруг себя. То есть если мы ставим его вплотную к стене, мы сокращаем этот радиус распространения аромата. И сами палочки, которые в диффузор мы вставляем, то их тоже нужно периодически мыть, переворачивать, чтобы они лучше этот запах распространяли. А обычно он просто испаряется, и вы можете видеть это по уменьшению жидкости просто. Если у вас вот этот диффузор стал меньше пахнуть, возьмите палочки, промойте их, они не боятся обычной проточной воды, промойте, высушите, вставьте их обратно или просто переверните их вот этой масляной стороной, и у вас диффузор второе дыхание обретет. Многие делают вот таким образом, берут, допустим, какие-то натуральные масла, морскую соль, немножко лайма, немножко того, немножко этого. Это возможно, если это у вас не вызывает никакого дискомфорта, аллергии, и это вам нравится просто как мероприятие, как хобби, что-то сидеть там своими руками, смешивать, да, компоненты подбирать друг под друга, почему бы нет? Можно использовать и соль, можно использовать сухоцветы какие-нибудь, в них капать масла. Можете даже сделать сами свой собственный диффузор, взять базовое масло, то есть это масла, которые не пахнут, и добавить в них по несколько капель эфирных масел, которые вы любите. И таким образом создать вот такой домашний диффузор. В ванной, где у нас очень много бытовой химии различной, вообще уместен ли там вот этот вот, ароматизатор еще плюс к этому? Ну, в принципе, он, конечно, уместен, но обычно в ванной высокая влажность, и не любой аромат справится с такой атмосферой. Не каждый аромат будет ярко пахнуть в высокой влажности. Можно ли использовать вот эти вот ароматизаторы в спальне, в детской комнате, когда, отдыхаем, например? Или все-таки это дело выносить куда-то, в общем? Ну, в спальне можно, если это какие-то не агрессивные такие ароматы, вполне, почему бы нет. В детской, все-таки это, конечно, такое личное дело, но я бы не рекомендовала, потому что когда у ребеночка у нас все еще формируется, да, организм, какие-то спровоцировать аллергии не хотелось бы просто. Поэтому для ребенка в детской я вам рекомендую проветривание. Свежий воздух – это залог успеха. Верно, да. Ну и еще вот такой момент. Многие добавляют при мытье полов, рекомендуют капельку какого-то масла эфирного. Это классно, это можно, это я тоже использую. Тут все зависит тоже от ваших предпочтений. Я, например, люблю лаванду добавлять. Когда вы вот моете полы, в ведерко добавляем пару капель лаванды, и у вас такая легкая ароматизация. И, в принципе, лаванда, например, она расслабляет, снимает стресс.
Ну, это, конечно, супер легкий такой эффект, это не какой-то там терапевтический, медицинский, но это можно, это здорово. Можно добавить лимон, мяту, лаванду, жасмин, любые ваши любимые ароматы. То есть, в принципе, это возможно. Хорошо. Кто приходит по вашим наблюдениям, кто больше интересуется вот созданием своего индивидуального парфюма? Это женщины, там, не знаю, молодые там девушки там, или юноши? Или... Больше женщины, девушки приходят. И если приходят с молодыми людьми, то это чаще всего в паре. Девушка, парень. Один раз, конечно, у меня был мастер-класс полностью для парней, и они устроили себе такой необычный мальчишник. И создавали свои ароматы. Тоже почему бы нет. Но им понравилось, да? Ну, то есть как... Ну да, им понравилось. Как минимум интересный опыт у них получился. Да. А так это обычно женщины, девушки. Что касается вот каких-то особенных характеристик, да, там, профессий или чего-то другого, абсолютно разные. Абсолютно не похожие друг на друга девушки, абсолютно не похожие ароматы они создают. Культура употребления, ну как... Использование вот этой вот парфюмерии. Каковы традиции вообще у нас сложились? Вот в стране, может быть, ну, может, у нас вот в Якутске? Ну, по своим наблюдениям я бы сказала, что мы все-таки больше похожи по своему парфюмерному темпераменту на более северных потребителей, как бы северных таких стран, скандинавских, может быть, каких-то. Потому что у нас все-таки не принято использовать тяжелые, шлейфовые, сладкие ароматы. Это можно встретить реже, чем свежие, легкие ароматы. Вот большинство девушек, которые приходят, или женщин, они предпочитают легкие, свежие ароматы, натуральные ароматы. То есть это не какие-то такие арабские масла, специи, сладкие, дымные, какие-то смолистые ароматы. Нет, у нас это не очень любят, у нас все-таки предпочитают свежее, натуральное и легкое. А вообще еще вот такой вопрос, ну мода, да, нам же диктует все равно вот кто-то там. Парфюмерная мода тоже существует. Мода да. существует. А что сейчас в моде? Сейчас в моде, ну, конечно же, как и во всем модном мире, модно то, что вам нравится. Все-таки больше у нас Свободы. Свободы сейчас, да, и то, что вас подчеркивает, то, что какие-то ваши личные черты транслируют, это все приветствуется. Но если взять прям тенденцию модную какую-то, да, такие тренды парфюмерные, сейчас очень парфюмерные металлические ароматы. Это такие футуристичные ароматы, немного минеральные, которые вот пахнут, ну, действительно, как какие-то металлы, немножко, может быть, даже как кровь. Такие тренды тоже имеются. Создатели вот этих композиций, это же тоже, они же художники, да? И они отражают реальность, дух времени, как они это видят. И как видит это наверняка большинство, да, людей. Для создания своего аромата, как не переступить вот эту вот черту, когда это слишком? То есть тебе нравится, может быть, а окружающим... Ну, вы знаете, Юля, мне кажется, что этот вопрос такой философский, сложный, потому что иногда, чтобы быть в гармонии с собой, нужно быть немножко чересчур и побольше подумать о себе. Ну, конечно, нужно думать и об окружающих, и в общественном транспорте плюс 40 ехать с каким-нибудь интенсивным шоколадным парфюмом, ну, не очень-то. Ведь есть же, наверное, парфюмерия, которая, ну, как бы предполагает, допустим, вот праздничная какая-то, да, когда можно какой-то тяжеленький такой люкс на себя надеть, да, и пойти, и там, и это все как бы будет уместно, да. Или же вот этот люкс с утра, в летний денек, ну это же Тут не очень вопрос хорошо, уместности, наверное, конечно. Да? Это вопрос уместности. Я лично считаю, что действительно летом в жару или куда-нибудь в спортивный зал, ну, не стоит слишком уж увлекаться парфюмами, особенно какими-то тяжелыми. Но, опять же, если это часть вашего образа, никто вам не сможет сказать нет. Да. Ну и тем более, если вы сами создаете и колдуете над вот этим вот своим образом, да, потому что сегодня мы в такое время живем, когда без своего изма выйти на улицу, ну просто вот, ну неприлично как-то, да, то есть мы транслируем миру
свое миропонимание, ощущение, и вот принимайте меня таким, какой я есть. Да, именно так. Вот. Но вот вообще все это очень-очень интересно. А еще вот вы можете рассказать, почему в магазинах и как это влияет вообще, как нами манипулируют, допустим, вот эти вот, ну, какие-то корпорации, я не знаю, там, масс-маркет, вот этот вот, да, куда мы приходим, и пахнет как-то, ну, как-то вот по-особенному. Действительно, пахнет по-особенному иногда, и аромамаркетинг — это рабочая штучка, это не просто какие-то эзотерические вот такие штучки, что... Захотелось, да, как бы кому-то там, владельцу, да. А это все делается для того, чтобы мы побольше раскошелились, да? Абсолютно так. И это такая осязаемая вещь, то есть это не какая-то магия. Действительно, есть такая какая-нибудь аромамагия-терапия, да, где вот если вы капнете масло пачули себе в кошелек, то вы разбогатеете, да? Ну, например. Но это все, конечно, никак невозможно подтвердить. Как опровергнуть? А есть у вас запах пачули? Да, есть запах пачули. Я думаю, что вы запах пачули знаете, потому что пачули раньше он был довольно популярным, и его вот как раз капали в кошелек. Да? Да, чтобы... Для привлечения денег, да? Да, для привлечения богатства. Угу. Интересно. Друзья дорогие, вот наверняка кто-то тоже использует такую практику для такого рода вот, ну, я не знаю, колдовства, что ли, да? Да, финансовая грамотность. Да. По парфюмерному. Но на самом деле запах пачули, он такой землистый, влажный, травяной, немножко подвальный. Иногда говорят, что он пахнет как немножко плесенью такой. Но это такой прям пачули густой, смолистый. Это очищенный пачули, он не настолько агрессивный. Вот вспомните запах старой наличности, старых бумажных денег. Газет каких-то сложенных, по-моему, отсыревших. Вот сырость как даже. Раз, да, часто. Да, сыростью пахнет. Ну надо же, это пачули, боже мой. И она состоит, вот, ну, один из компонентов, ну, вообще парфюмерных композиций. Один из да? самых популярных. Да, кстати говоря, вот прям вот удивительно и интересно. Скажите, а вот из чего состоит любой парфюм, вот чтобы, ну, как бы он был закрепленным, он был, ну, как бы более-менее таким устойчивым? Вот опять-таки вот эти пачули, что должно быть в основе, как бы, за что вот потом цепляются другие вот ароматы? Ну, действительно, это базовые компоненты, например, пачули, например, это амбра, мускус и так далее. Но вообще база парфюмерная, современной парфюмерии — это спирт, это самое безопасное, это самая популярная база. Есть, конечно, парфюмы, которые на бесспиртовой основе, но это скорее исключение. Этиловый спирт используется, плюс разные закрепители. То есть это даже если парфюмированная вода, да? Да, это всегда спиртовая основа. Вернемся к аромамаркетингу, и эта тема, она вообще интересная очень, она такая немножко неизученная, я бы сказала. Но есть в ней то, что можно сказать вот фактически, что действительно существует. Например, если мы занимаемся общественным питанием, да? Например, у нас представим, что бизнес кофейня. Если мы ставим аромамашинку, такая машинка, которая распространяет запах, рядом с нашей кофейней поставим машинку, которая нам будет распространять запах булочек, ванили, печенья, выпечки, будет прибыль выше, чем если бы этой машинки не было. Потому что есть люди идут, да, как бы и хочется попробовать, сразу хочется ассоциации зайти, какие-то, конечно, да? конечно. Ну вот я думаю, что все мы знаем всемирно известные булочки с корицей. Хочется зайти, тянет, потому что этот запах корицы, сахара, масла, он прям сводит с ума. И туда вот зайти хочется. Очень вот привлекательный такой, да. И это что касается вот пищи, да, таких вот. Действительно, тут запахи еды, это понятно, что запахи еды пробуждают аппетит и хочется зайти и потратить свои деньги. Но аромамаркетинг используется везде, и используется он и в отелях, например. То есть в дорогих отелях у них есть свои ароматы, которые с ними ассоциируются, и магазины. Особенно middle сегмента или премиум сегмента, обычно у них тоже аромат один и тот же, и часто вот в бутике где-нибудь в Москве и в бутике я не знаю, в Дубае, например, будет запах один и тот же.
который будет у вас ассоциироваться с этим местом. И у вас отложится в памяти вот этот запах уникальный, часто их создают конкретно под это место. И это тоже создает... В смысле, имеется в виду какой-то бутик, какой-то там, ну, допустим, кож-галантерея там определенная, да, определенной марки. Да, Угу. да. И то есть у них, под них создается определенный аромат какой-то, Да, да? определенный И аромат. когда вы посетите этот магазин, он у вас отпечатается, да, в голове, в мозгу, и где-то вы, находясь, услышите этот шлейф, и вам, или как вообще это работает? Вообще это в целом создает атмосферу. То есть если это такой приятный будет запах какой-то, ассоциирующийся с Роскошью, богатством, да. роскошью, да. Вам захочется купить что-то, вот присоединиться как будто к этому роскошному миру и в целом оставит у вас приятное впечатление после себя. То есть у нас идет воздействие на все, на наш мозг, на наши глаза. Мы видим красоту, мы слышим, как приятно с нами консультант разговаривает, да, мы трогаем там какие-то вещи тактильно, они очень там могут быть для нас приятные, какие-нибудь замшевые, кожаные. И наше обоняние тоже бомбардируется с помощью ароматизации, чтобы мы точно оставили в памяти Энную сумму. и энную Да, сумму в кассе да. у магазина. Ну, кстати, вообще, для чего люди пользуются парфюмерией там, испокон веков, да? Это же сначала это была борьба, наверное, с нехорошими запахами. Я бы сказала, что борьба с нехорошими запахами — это скорее середина пути парфюмерии, развития парфюмерии. То есть средние века, когда люди... Да, там, в средние века. С гигиеной проблемы были, да, у многих, так? Да, действительно. И иногда эта теория, она действительно рассказывается как начало парфюмерного пути, но на самом деле нет. И парфюмом пользовались еще, например, в Древнем Египте. Использовали масла различных специй, носили с собой помандеры, это такие, ну, как маленькие сумочки, и в них капали масла, какие-то жиры, вот, чтобы исходил приятный аромат. Ну, то есть в Древнем Египте речь не шла о том, чтобы отбить какой-то запах, это именно вот был такой косметический аксессуар для того, чтобы изначально был. Ну, древние духи. Да, древние духи, действительно. Потом уже вот эти масляные духи начали опять же на спирте настаивать. И только потом, после этого, мы переместимся в средние века, когда парфюмерия уже начала нести вот такой функционал, который отбивает неприятные запахи. То есть начало парфюмерии, оно все-таки связано с приятными запахами. Какие ноты должны быть в основе вот этого парфюма, если вы создаете свою композицию, отталкиваясь от возраста? Если это юная девушка, например, да, что обычно выбирают юные создания, люди более зрелого такого возраста? Есть какие-то вот такие вот, ну, скажем, такие вот ограничители, что ли, или как-то рекомендации, может быть? Такой стереотипный более характер. И тут нужно отталкиваться от вашей личности, от ваших личных предпочтений. То есть это может быть у нас девочка, которой 18 лет, но она несет свою личность совершенно не так, как будто она такая юная и воздушная. Она может быть очень серьезной, и какие-то ароматы, которые, казалось бы, подойдут женщине постарше, да, на ней раскроются здорово. А есть дамы такого элегантного возраста, на которых как будто бы хорошо бы смотрелся аромат, я не знаю, Шанель номер 5, Красная Москва, что-то такое традиционное как будто бы. Но вот эта дама элегантного возраста, она легкая, воздушная, она смеется, она творческая, она такая милая. И какой-нибудь, казалось бы, подростковый цветочно-фруктовый аромат это только подчеркнет, и это будет очень здорово. И это будет именно для нее прекрасный вариант. Поэтому тут отталкивайтесь от своего внутреннего. Ваш парфюм, так же как ваша внешность, транслирует то, что у вас внутри. Здорово. Ну что, дорогие друзья, мы сегодня снова окунулись в мир различных вот синтетических, в основном, да, ароматов. И поговорили на тему, как можно создать ароматы и вообще, как эти ароматы влияют на нашу жизнь в быту, где мы оставляем денежки, может быть, где-то, может быть, нам вот этот вот парфюм помогает продвигаться в карьере, да, и вообще идти по жизни как-то.
Ну, в общем, многогранная такая передача у нас получилась. Мне кажется, кто посмотрел, где-то как-то, в общем, в какую-то степь, может быть, углубиться и дальше, да? Вот. Ну что, Анастасия, большое огромное спасибо, что вы стали спикером нашей программы. Вот. Ну а мы, друзья, будем пробовать, интересоваться этой большой темой.